Na Respublika Cukuri Rajsta Kusagun delegații و России Федерации Федералун Советը մապացախադուն դում է։ Դելեգացիի սարլավետ و России Федерации Федералун Советը խսանադամուն ախասետ ֆեդել կոմիտետը սալայ Կոնստանտին Կասաչով։ Դելեգացիի սկոնդվեդստի Федералун Советը սենատորտա Կրիմ Կազանոկով əmə Ալեքս Սիլիզնյով։ Ավտամա պացախադուն դում է խadbar պացախատը ցադիսի կոմիտետը սալավեջի խադիվակ թայսավտը Ղազբեկ։ Əmə Федералун Советը ապարատովանք Միխայիլ Սինիցին։ Պացախատը սալայ Բիբլտանատոլի մաֆին բալինֆաստա դելեգացիու անկտաֆավոզա գստը պարլամենտմա։ Իոզեֆել Ռացet festaqat duweza kundatak organ kufin beldestwaday. Bire vazıgcin farseta bazad nivester kesinema askut sakanene vungay. Parlamenте уажитил Кармудей Симбелт, парламенте Сардар Фетсак Хадива Гасите Петр. Добро пожаловать, дорогие гости, Константин Юрьевич. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо за приглашение, за прием. С удовольствием откликнулись. Прошу вас. Գասիտը Պյոտր Բերզոնդարղսկուտը կորոնավիրուսը պանդեմիայաղում մակվստը տեմպտայց սեդվեմն, ամա բուզնիկ զաղթով Ռասիա կալիկատան, ացը եմքուստ կանն ացնդիցն կանը մացատտազինատ կայև դիսեն սումայ. Я хочу со всей теплотой вас поприветствовать здесь в здании парламента Республики Южная Осетия и подчеркнуть, что этот очередной визит как нельзя лучше подчеркивает те отношения, которые сложились между нашими государствами и неукоснительное соблюдение тех принципов, которые заложены в договорах, подписанных нашими президентами, равно как и договоре, который был подписан между парламентами Южной Осетии и Российской Федерации. Эти встречи происходят у нас регулярно. К сожалению, вот эта ситуация в мире пандемии внесла свои коррективы, мы очень долго не встречались. Тем более я рад еще раз вас здесь поприветствовать. Вы здесь у нас к вам совершенно искренние, теплые, братские, дружеские отношения. Россия калигата сахирдга эстецаттац вазгжин форсатав дувез окундаттак орган разудун скутсаканма. В юнирцеден сандар банасанкута делегации сарлавак. Мы считаем предельно важным сейчас приложить все усилия с обеих сторон для того, чтобы наше межпарламентское сотрудничество возобновить в полном объеме. И мы приехали сюда двухпалатной делегации, и мы настроены на серьезную профессиональную работу. Բանսանքան կայույի մաֆեցակ դոկումենտ դուեզակունդատակ ուրգանıq սանիստրսը դուեմինստամ ազակտյաբրմայեմ։ Յանի սանուտ յումյոկ պայդա խասակ ֆարստակուտ սոցիալուն էկոնոմիկուն ավտակ հումանիտար ու ֆադզդախանես կոծականեն։ Ադայմաջը բարթլ ձուրակ նուրմատարաղմա դունի адам թխսան խասեն։ Բիրաբանտը սարազն ամա ուլ էրլավեն նaqave բանսանքուտա Константин Касачев. Последнее заседание, как вы знаете, состоялось в ноябре 2019 года, уже после того, как был избран новый состав парламента республики. Есть очень подробный протокол этого заседания, и в этом протоколе его неотъемлемой частью является план работы комиссии на 2020 год. Подробный, конкретный. Понятно, что большая часть положений этого плана осталась пока не реализованной, и, собственно, это и есть программа наших действий на перспективу. Нам не нужно что-то дополнительно изобретать, понятно, что надо делать, надо просто садиться, засучивать рукава и работать вместе. Գասիտը Պյոտր Ռադուխատ բուզնիկ զախտայակալի գտած սենդղտ կստը գրաֆիկը ախսան պարլամենտում կստնդիցն կանենը ռաստակ կայարն սումայ. Огромный объем работы у вас, в вашем законодательном органе. Еще раз, именно исходя из этого, огромное спасибо за то, что вы нашли время приехать к нам, помочь. Я думаю, это является ярким примером наших братских, дружеских отношений. И, как говорится, пользуясь случаем, хочу набраться смелости и попросить вас передать самые теплые, искренние пожелания от имени президента Республики Южная Осетия Валентины Ивановны Матвиенко, конечно же, от всего депутатского корпуса, от меня лично, за ее неукоснительное, планомерное, доброе, теплое отношение к парламенту Республики Южная Осетия и Республики, разумеется, Южная Осетия в целом. و Россия Федерации Федералус Советը մապացախադուն դում է դելեգացիու անկտադարտար ֆինբելդստխսան պարլամենտուն կոմիսար խաջիտ կուսագուն կորդի մադար կուսագուն ֆինբելդստախտուտ յումյոկ կստնդիցն կանենը կանանտամ Բայխոստավտ ֆիցագրադուաժը դեպոզիցիմը Կոնստանտին Կասաչով զրտագախատլ նրմով ֆստայցս կծոկայնակ ֆորսը տայսուդունալ Զարգաստամ ցատտամ կստկանոդմա ֆալակումը խուսարիրստուն պարլամենտուա կստկում Արմաստարվադիս ձուրան ադամնամ ցդոմնձին ադխասենցուսը կստեֆաստիուջետել С нашей точки зрения, для работы комиссии есть все предпосылки и все побудительные мотивы для того, чтобы не упускать ни дня. Вот мы с вами с ноября
2019 года не встречались, не упущено, понятно, многое, но не упускать ни дня для того, чтобы реализовывать те задачи, которые перед ней были поставлены. Ну и, конечно же, я не могу не затронуть эту тему. Нам очень важно в этом смысле понимать, что происходит, собственно, в парламенте Республики Южная Осетия. Это суверенное право суверенного парламента организовывать свою работу. Мы никоим образом не вмешиваемся в соответствующие дискуссии и тем более решения, но нам было бы важно, чтобы и с вашей стороны было понимание связи между тем, что происходит внутри парламента Южной Осетии, и тем, что происходит или не происходит и в нашем двустороннем межпарламентском сотрудничестве, ну и, соответственно, во всей работе, которую ведут и президенты, и правительство, и ведомства на взаимной встречной основе в этом плане. И единственный, я думаю, интерес России, я уж себе возьму смелость говорить, так сказать, от имени Российской Федерации, простите за нескромность, но на самом деле наш единственный интерес, чтобы здесь, в Республике Южная Осетия, было стабильное социально-экономическое развитие, чтобы решались вопросы, которые ожидают от власти люди, и для этого должны быть дееспособны все институты этой власти. Взаимодействие между ними, дискуссии, на то он и парламент, дискуссии внутри парламента, представление любых политических платформ, отстаивание своих позиций через дискуссии, через столкновение мнений, да, но внутри работающего парламента. Вот это, с нашей точки зрения, есть непременная предпосылка демократического обустройства общества. Это такой же общественный заказ, который дают на любых выборах своим избранникам избиратели в любой стране, и в Российской Федерации, безусловно, и в Республике Южной Осетии. Конечно, нам было бы важно, чтобы наши планы по возобновлению и активизации работы нашей комиссии шли, что называется, синхронно, в унисон с восстановлением нормальной конституционной деятельности парламента Республики Южная Осетия. И мы этого пожелания в ваш адрес, разумеется, не скрываем. Готовы обсуждать конкретные вопросы. Понятно, что у нас сегодня наше заседание в несколько таком усеченном составе. Основная его цель – это договориться о возобновлении работы и начать это движение вперед. Но когда мы поймем, что это реально, разумеется, мы будем предельно оперативно готовы к тому, чтобы уже организовывать полномасштабное заседание комиссии с участием всех уполномоченных на это членов соответствующих парламентов, готовы проводить такое полномасштабное заседание здесь, в Цинвале, готовы проводить его в Москве, готовы проводить его в любой другой точке Российской Федерации либо Республики Южная Осетия. Мы готовы к конкретной работе. И это, что называется, наша протянутая рука. Это, если хотите, тот посыл политический, который мы привезли с собой из Москвы. Եկալիգաթեն բուզնիկ զախտատ տագուն պոլիտիկա մախսան պարլամենտու նախասը տվադլ պարլամենտուն կամիտետը սարդար դրիաթը զազադար. У нас абсолютно в нашем парламенте, если не парламентарии, есть твердое убеждение об огромной практической пользе вот этой нашей совместной работы в рамках комиссии. Но любая работа, она приносит результат своей планомерностью и последовательностью. Я бы хотел передать слово председателю комиссии, и чтобы он озвучил те вопросы, которые мы прорабатывали на предыдущих комиссиях, но опять же в силу определенных обстоятельств не были доведены до конца. Добрый день, уважаемый Константин Иосифович, уважаемые коллеги. Рад вас приветствовать здесь в парламенте Республики Южная Осетия. Жаль, что 2020 год получился таким неприятным в связи с пандемией. Мы эти встречи, регулярные встречи хотели провести по сотрудничеству. Хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы делаете для Республики Южная Осетия, особенно во время пандемии, когда Министерство обороны развернуло свой военный госпиталь здесь, в Республике Южная Осетия, и помогло многим нашим гражданам. Огромное спасибо. Îmcus Canada Comisia Festograbată bun fat cloud stocha vazgin forsa takod medicino kushete pensi taif tun kanana marasi federații taможnel xizge автотранспорту фарасты вузата хай. Нердар адсе макорт дар forsa talvars zetzer. Bune de kagam bise deputatlar bamberdestu walzgu sesime. Kudzuna fazgu sesi nirse dkhkat ama yakustan bendur na erverta kayzagna qa walzgun sesidar. Parlament kayna kustawi khusagan.
Я бы хотел открыть первое заседание 5-й сессии парламента Республики Южная Осетия. Кворум у нас есть. Сколько человек? 30 человек. Давно этого не было в этом зале, но уже хорошо. У нас на повестке дня стоит всего один вопрос о выступлении членов Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации в рамках межпарламентского сотрудничества. Если возражений против этого вопроса нет, тогда я буду считать первое заседание 5-й сессии открытой. Дорогие друзья, позвольте прежде всего всех вас поздравить с этим очень важным и, не побоюсь этого слова, ответственным решением возобновить работу парламента, открыть весеннюю сессию. Разумеется, она будет крайне непростой, и мы будем держать пальцы, чтобы у вас все получилось, чтобы каждый из вас нашел возможность изложить свои взгляды, отстоять свои позиции, добиться желаемых решений. Увы, в политике так не бывает, что при наличии многих партий и фракций каждый из них добивается своих решений на 100%, и придется, конечно же, искать точки соприкосновения, искать компромиссы. Уверены, что вам это по плечу, и, конечно, со своей стороны будем всегда готовы подставить плечо парламентское и помочь всем тем, чем мы можем помочь, вне зависимости от ваших политических взглядов, ваших политических платформ, в интересах содействия деятельности вашего парламента и нашего межпарламентского сотрудничества. Мы приехали сегодня в Республику Южная Осетия, делегации обеих палат Федерального собрания, Совета Федерации и Государственной Думы. Она только что была представлена, и могу вам искренне сказать, что для нас, для сенаторов, для депутатов, вопросы межпарламентского сотрудничества с Республикой Южная Осетия – это вопрос приоритетный. И, конечно же, вопрос нашей общей работы, которая уже вне зависимости от наших политических взглядов и платформ выстраивается по той линии, которую четко совершенно отфиксировал президент Российской Федерации и которая без каких бы то ни было двусмысленностей означает всемирное развитие наших двусторонних отношений и всемирную поддержку дружественной нам Республики Южная Осетия. И эта поддержка, разумеется, была, она есть и она будет. Мы очень внимательно слышим, слушаем и рассказы о том, что здесь происходит, и анализ того, что здесь происходило раньше с точки зрения реализации соответствующих программ, и пожелания в отношении того, что должно произойти. И для этого, конечно же, очень важны два дееспособных парламента, как два важнейших института государственной власти здесь, в Республике Южная Осетия, у нас, в Российской Федерации, чтобы всю нормативную базу, все, что связано с подготовкой и ратификацией наших двусторонних соглашений, все, что связано с гармонизацией национального законодательства наших двух стран, все, что связано с парламентским контролем за ходом реализации достигнутых договоренностей, чтобы все это реализовывалось в максимально возможном объеме. Наше взаимодействие по понятным причинам находилось не на максимальной, а где-то ближе к минимальной отметке все последние месяцы, начиная с весны прошлого года, по совершенно понятным причинам. Пандемия коронавируса, не состоялись уже два намеченные на прошлый 2020 год заседания нашей двусторонней комиссии по межпарламентскому сотрудничеству, хотя все планы на этот счет были составлены, подписаны, утверждены. И самое главное было взаимное решение к тому, чтобы эту комиссию максимально активизировать. Не смогли, это, еще раз повторяю, объективные обстоятельства.
Опять же, не открою ни для кого секрета, когда скажу, что уже по мере того, как ситуация, если не стала нормализовываться, то во всяком случае стала возвращаться под какой-то относительный контроль, я имею в виду ситуацию с коронавирусом, у нас с российской стороны пошли значительно более активные контакты по очень многим направлениям нашей парламентской работы, но, увы, не здесь. Хотя, еще раз повторю, для нас межпарламентское сотрудничество с Республикой Южная Осетия приоритет номер один. Ну, мы друзья, мы соседи, нас связывают общие интересы, общие ценности, но, среди прочего, именно в этом случае межпарламентское измерение двухсторонних отношений в особой степени востребовано, потому что мы вот все эти годы торим путь, торим его совместно, путь становления независимости, обеспечения суверенитета, обеспечения безопасности Республики Южная Осетия в тех сложнейших условиях, в которых она оказалась, и прежде была, она оказалась в результате грузинской агрессии в августе 2008 года. Но не получилось нам это наше сотрудничество возобновить в приоритетном порядке, и здесь уже были другие обстоятельства, не менее, я думаю, вам всем хорошо известны. Ваше решение здесь приостановить работу парламента в силу тех политических разногласий, которые возникли. И мы приехали сегодня, нашей делегацией, сюда, в Цхинвал, для того, чтобы, конечно же, лучше понять эту ситуацию изнутри. Она нас беспокоит. Это ситуация, которая развивается у наших партнеров, у наших друзей. Понять эту ситуацию, выслушать доводы всех, кто был готов с нами поделиться такими доводами, но при этом никоим образом не примеряя на себя мантии судей. Это дискуссия сугубо внутреннего характера, это ваша дискуссия, где каждый имеет право на свою позицию, каждый имеет право на свой подход. И у каждого, я хотел бы это особо подчеркнуть, есть особая ответственность за то, чтобы дать оппонентам возможность свою позицию заявить, защитить и отстоять. Это все основополагающие принципы парламентаризма, многопартийного парламентаризма, демократии, которая, я уверен, уже устоялась здесь, в республике, которая обязательно должна развиваться и укрепляться, хотя нет, наверное, ни одной страны мира, где бы не было проблем функционирования демократической системы. Просто нужно эти проблемы видеть, идентифицировать и вовремя к ним обращаться. Երանը խասը դարտար Կոնստանտին Կասաչով զրտա բիրանմած ոզեջը ֆորստել կացետա լավենց բուն ֆատկեմստը վեստիոտայս կոծականինակ նվս բովարտա яхուսара կալիգաթեն բարգախաստայ սվզարգա օվերերախիզենա qottaje Սեսի ֆեստա ցբրֆին բալդոդ ինֆորմացիու фарасты минаварти мадар хасса мнай вакустардма В парламенте Республики Южная Осетия была проделана огромная работа, которая в итоге, мы надеемся, приведет нас к стабилизации ситуации в парламенте и в республике в целом. Кроме того, разумеется, была проведена работа в рамках межпарламентского сотрудничества, где были обозначены злободневные проблемы, которые сейчас в той или иной степени мешают нормальному существованию наших граждан. И эти вопросы, все вопросы взяты, так скажем, на заметку и дальше будут прорабатываться и в Совете Федерации, и в Государственной Думе Российской Федерации. Я думаю, что уже определенные подвижки есть, и мы будем ждать практический результат от нашей встречи. Я еще раз хочу подчеркнуть, что межпарламентское сотрудничество носит исключительно практический характер. Любую проблему мы пытаемся решить именно в рамках нашей работы. Наша делегация двухпалатная Федерального собрания Российской Федерации приехала сюда, в Цхинвал, для того, чтобы возобновить межпарламентское сотрудничество, которое было, если не заморожено, то существенным образом заторможено в последние месяцы, как по объективным причинам, связанным с пандемией коронавируса, так и по субъективным. Здесь шли дискуссии сугубо внутреннего характера, они мешали нормальной работе парламента, и, соответственно, у нас в каком-то смысле не оказывалось партнера для того, чтобы продолжать межпарламентский диалог.
И сегодня мы попросили провести, и коллеги наши поддержали, провести серию межпарламентских консультаций, прежде всего заседание, пусть и в урезанном составе, комиссии двухсторонней по межпарламентскому сотрудничеству. Оно состоялось, оно было совершенно конструктивным, содержательным, есть конкретные договоренности, как мы будем работать и впредь. Но было понятно, что для того, чтобы выходить на полномасштабные параметры сотрудничества, требуется возобновление работы парламента республики. И нам в этом смысле было интересно понять позицию всех политических сил, которые представлены в парламенте. Мы никоим образом не вмешивались в их работу, мы ни в коем образом, я знаю, что какие-то циркулируют слухи, мы ни в коем образом ни на кого не давили, мы высказывали исключительно свою точку зрения, и наша точка зрения заключалась и продолжает заключаться в том, что в равной степени и Республике Южной Осетии, и Российской Федерации нужно сохранить и развить наше межпарламентское сотрудничество, потому что это и работа над двусторонними соглашениями, от их подготовки и до их ратификации, это гармонизация нашего национального законодательства с обеих сторон, и это, разумеется, парламентский контроль за теми решениями, которые принимает исполнительная власть. Без скоординированной, спланированной, сплоченной работы двух парламентов, продвижение вперед по всем другим направлениям двустороннего сотрудничества либо затруднено, либо, может быть, даже просто невозможно. И хотел бы высказать искреннее удовлетворение тем, что вот сейчас вечером уже парламент республики по консолидированному решению всех без исключения представленных в парламенте фракций возобновил свою работу, присутствовали все, насколько я понимаю, все депутаты, за исключением тех, кто находится на больничном. И сегодня мы уже на первом заседании имели возможность подробно обсудить перспективы нашего межпарламентского сотрудничества. Это значит, что мы вновь начинаем нашу совместную работу. Впереди очень большой путь, но с сегодняшнего дня он совершенно точно будет поступательным и результативным. А это значит, что мы будем работать в интересах всех жителей Республики Южная Осетия и, разумеется, всех граждан и жителей Российской Федерации. Петр Леонидович, начало весенней сессии, о которой вы объявили сегодня, означает ли это, что парламент возвращается к полноценной работе? Я очень на это надеюсь. Я не хочу делать каких-то заявлений, которые бы сейчас потом не подтвердились, но я думаю и очень надеюсь, очень рассчитываю на то, что благоразумие возьмет верх, и дальше парламент будет работать так, как он и должен работать.